Добрый вечер, друзья. Я Петр Цыпандин, программа «Просто вкусно», канал Якудия-24. Мы, как обычно, находимся в гастро-студии ресторана «Мусхая». И к нам сегодня в гости пришел Кирилл Викторович Чулаков. Кирилл Викторович, заведующий отделением реанимации красной зоны Якутской республиканской клинической больницы нашей республики. Кирилл, приветствую. Здравствуйте. Да, спасибо, что согласились, несмотря на огромную вашу занятость, быть нашим гостем. И так как у нас все-таки кулинарное ток-шоу, с чем вы к нам сегодня пришли, что будете готовить? Ну, мы начнем, наверное, пожарим мясо с соусом. Мясо сальса. у нас подготовленное уже есть. И с овощами. И с овощами. Да. Так. Как говорится, минимум, но зато вкусно и полезно. Хорошо. И блюдо есть название? Ну, это я сам всегда готовлю, любитель больше. Поэтому нету, наверное. Специально такого названия нету, да. А история, почему именно это готовите? Ну, это я подсмотрел всяких разных все равно. В ресторанах же ходишь, кушаешь. И там заметил, что так вот жарят это мясо именно с овощами, но добавляют еще другие овощи. Но ввиду того, что у нас все-таки север и разнообразных таких овощей нету, зато есть вот эти основные ингредиенты, которые там будут в этом блюде, они и там присутствуют. Во всех, как говорится, сложил в одно, что-то общее вывел, и будем готовить это. Ну, мы должны успеть, я полагаю, да? Мясо пожарить, овощи пожарить и соус уносить. Да. И гарнир. И плюс гарнир, потому что гарнир. рис, я заметил, что в китайской и, вообще в азиатской культуре рис всегда очень хорошо при остром идет, как говорится. Добавляют, чтобы как раз весь жар, огонь, перца убрать. Мясо какое выбрал? Говядина. Говядина. Классика. Давай, кроем, она у нас уже такое. А тут мусор у нас и здесь. Сразу можно бросать. Итак. Начнем. С овощей или с мяса? Нет, с мяса. С мяса. Мясо порезать. Овощи будут не полностью готовы, они будут немножко сыроватые, с хрустинкой, грубо говоря. Поэтому... Понятно. Ну, сначала мясо, а потом уже овощи, да? Да. Хорошо. Сковородку уже нужно разогревать? Или? Кстати, да. Давайте я вам покажу. Опа. И вот, по-моему, на большую надо. Вот так и вот так. Не сильно. Не сильно, да. Потому что уже всегда же можно встретить трудности, когда не своя, да? Не своя сковородка, не своя плита. Так, расскажите немножко о себе. Откуда родом? Ну, я родом из Тамбонского района, с Хандыги. Там и родился. Закончил музыкальную школу уже в этой же. Музыкальную школу? Да, в этой же Хандыге. Ну, то есть получается, что ничего не предвещало, что вы стали врачом? Вообще ничего. Поступил в гимназию Тамбонскую районную, многопрофильную. Сейчас я не помню, как она называется. Ну, сейчас она называется имени Штырова вроде бы, или что-то такое. Изменилось. Вячеслава Анатольевича, ну? Да, изменилось. Там учился в биолого-химическом классе. Научно, такой. Биология, химия были основные наши предметы. И поэтому, когда закончил... Углубленно изучали? Да, углубленно изучал. Так. И школа эта же находилась в том же месте, где раньше находился мой детский сад. Вот что самое интересное было. То есть здание осталось, я никуда от него не уезжал. С младенчества, как говорится, получал основы, азы, знания. Даже в детском садике именно все в одном здании было. Как такая ситуация. Потом, закончил гимназию, а что дальше? У меня только два варианта оставалось. Либо биологический факультет, либо медицинский институт. Тут подал документы туда и туда. И туда, и, конечно же, поступил. В гимназии было сложно. Как уверенно, да, конечно же, поступил. Да, в гимназии. Потому что абитура же это сама по себе, так все время волнение, думаешь, примут, не примут, как сдашь. Да. Нет, нам еще тогда совсем по-другому. Вот тогда ЕГЭ уже появилось. Мы первые, кто сдавали ЕГЭ. И по баллам ЕГЭ мы поступали в ЕГУ. В мое время не было ЕГЭ. Да. Было это. А мы как раз первые попались, и документы просто подали, и сидели, ждали от результатов, да. Поэтому верите, то есть ЕГЭ хорошо сдал, уже все считает. Поэтому, и гимназии там ЕГЭ для нас сложное не оказалось, как на самом деле его, все там придумывают эти истории, что ЕГЭ очень сложно, и баллы получить очень сложно. На самом деле нет. Так, давай-ка я заберу. Главное хорошо и отлично заниматься, учиться
в школе. Все получится, как говорится. Вот, и поступил туда и туда. Да, поступил туда и туда, но выбор пал на медицину, потому что бабушка всегда хотела, чтобы я был медиком. Ну, она вообще хотела, чтобы ее дети, кто-нибудь из детей стал медиком. Ну, мама... Кстати, вот в советское время, по-моему, вот такое сидит, да? Да. Меня тоже очень хотели, говорят, ой, хоть бы кто-нибудь стал у нас... Ну вот. Тетя родная, да, она все такая мечтала, говорит, вот хоть кто бы, говорит, врачом бы стал, говорит, у нас на старости лет, говорит, смотрел бы там, это все такое. Вот. Да, чтобы в семье был свой человек, типа, да. Ну вот, пришлось как бы исполнить мечту бабушки. Просто-напросто взял и выбрали мединститут. Местный, якутский. Да, наш якутский. местный ИГУ, да. Медицинский институт. Медицинский институт, Да, да. знаменитый. Прожил в общаге 6 лет. Так, она у нашей. нас... все Да. нормально. А есть ли у нас масло? Масло у нас есть и растительное обычное, и есть оливковое. Да, лучше оливковое, конечно. Лучше оливковое. Да, хотя говорят, что на оливковом жарить нельзя, или что-то такое еще слышал. Ну, я думаю, что... Нормально. Салфет... Можно мне, пожалуйста... Салфетки? Да, салфетки, потому что я сейчас... Когда... Всё. И лопаточку, видимо, надо будет. Да, потому что все равно... Так. Вот так вот и попал я в мединститут, и так попал я в медицину. Изначально, конечно, мечтал... Институт, потом ничего ординатура, да? этого. Да, поступил в институт, закончил, 6 лет прожил в общаге вот здесь, на 20-й корпус. Да. Родное общежитие, как говорится. Потом, ординатура 2 года на базе, конечно, республиканской больницы Центра экстренной медицинской помощи. Там тоже ординатуру закончил, поехал в родную Хандову на 1 год. Распределение. Ну, как бы, да, распределение. Ну, нет, там был договор у меня, и по договору поехал работать на 1 год. Как говорится, где Жара родился... хватает или чуть-чуть? Нет, немножко надо, конечно. Побольше, Можно да? даже и побольше вообще, чтобы было горячее. Вообще девятку, да? Да. Хорошо. В Хандыге отработал. Работал один на весь район. Кем? Анестезиологом, реаниматологом. Ага. А вот выбор профессии, ну то есть направления, да, он как происходит вообще в институте? Или это Да, человек же сам выбирает? Сам, скорее всего? да, в этом Да, случае... Кто-то хочет быть окулистом, кто-то травматологом, кто-то хирургом, да, кто-то нейрохирургом. И каждому же нужно же определенно же учиться. Ну нет, когда мы заканчиваем мединститут, нам показывают именно все практически специализации. И мы уже должен уметь после, все, да, знать да, все знать должен. И мы уже после окончания института уже выбираем именно узкую специализацию, именно туда мы пойдем все. И, конечно же, выбор пал на реанимацию. Кто-то выбирает хирургию, кто любит больше руками работать. Кто-то выбирает терапию, кто больше любит, как говорится, головой думать. Ну, то есть тут получается же человеческое тоже, да, характер, да? Характер, да, Да. все свое, то есть кому что. Я выбрал реанимацию, потому что анестезиологию, потому что, как говорится, это единственное, ну, я считаю так, что это единственная профессия, где виден сразу результат. То есть ты что сделал, какой препарат назначил, какую манипуляцию провел, ты увидишь сразу результат. Поэтому и пал на это выбор, потому что я не любитель сидеть и ждать, когда там через пару дней начнет у пациента что-то улучшаться. Я То есть любитель здесь и сделать сейчас. здесь и сейчас, да. Сделал спокойно и Ну, реанимация же, это же получается крайне тяжелых, да? да, ну да, специфика наша такая, что к нам поступают, к сожалению, пациенты далеко нестабильные, они наоборот крайне тяжелые, нестабильные все и требуют, То есть как будто на грани. да, всего да, так, и требуют именно для того, чтобы, ну, что делать надо сейчас прям, надо делать и, Моментально принимать решения. да, и сразу их, ну, исправлять, если есть какие-то, как говорится, плохие ситуации, которые могут привести к нехорошим исходам. Конечно, в реанимации там у нас люди, когда попадают, они уже на полном грани, и там уже 50 на 50 всегда.
Всегда. Ну, в основном, да. В основном всегда. Господи, ну это же морально уже очень тяжело, наверное, да? Морально тяжело, да. Поэтому, ну, не знаю, как-то справляемся, потому что ну, пока, наверное, я еще молодой, поэтому я еще и справляюсь. Это же какая-то сила духа, такое мужество нужно определенное для того, чтобы Поэтому наш, ну, да. ну, наш сейчас тоже морально. принять, что у тебя всегда 50 на 50. Да, но ты должен сделать так, чтобы эти 50 на 50 были в плюсе. Увеличивать. То есть, да. И ты к этому всегда стремишься. Ну, само собой. Ты не должен наоборот, и бросил. Ты должен показать лучше. Ты должен из себя полностью выжать все и сделать так, чтобы это был даже плюс 1 хотя бы процент. И будет 51, это уже победа. Хотя бы, если ты сделал все, тогда ну, ты доволен своей работой, и ты увидишь этот результат. Поэтому... И не зря учился долгое время, да? Да, Практиковался. долгое время, очень Да. долгое. Мы в мединституте 6 лет проводим, в ординатуре 2 еще года. 2 года, да. Так еще плюс, грубо говоря, когда ты выходишь из ординатуры, ты тоже молодой специалист, амбиций много, желаний много, но иногда не выходит так, как ты хочешь. И поэтому это тоже так, все это. И все равно год-два, даже в районе, ты все равно набираешь этот опыт, багаж для того, чтобы уже к определенному уже моменту ты становишься профессионалом своего дела. То есть в какой ситуации что делать, да? Да, что делать, и уже у тебя мозги работают именно на автомате. Произошла какая-то ситуация с пациентом, ты уже даже не задумываясь, ты знаешь, что делать. То есть оттачиваешь свой навык до такой степени, что просто все работает как машина. Слушай, давай я задам такой, может быть, немножко провокационный вопрос, да? А бывает так, что, ну, понятно, да, это работа врача всегда же сопряжена с человеческими жизнями для спасения человеческих жизней, да? Бывает так, что люди ломаются и говорят, все, это не мое. Да, есть, конечно, такое. У всех. Ну, то есть не могут принять, что, ну, вдруг получается там, ну, если даже принять, что 50 на 50, цена ошибки человеческой врача, может быть, да? Либо просто пациент сам по себе. Вообще нет такого понятия ошибка. Мы все-таки, не мы же привели человека к этому состоянию. Это жизнь такая, что привела там, ну, например, каким-нибудь там, заболел человек. Не врач же виноват в этом, что он заболел. Врач пытается это исправить. И точнее, это даже не ошибка, это вот недоработка врача получается. Ну, видимо, либо опыта не хватило, либо что, профессионализма. Потому что все-таки врачи, поверьте мне, они всегда стараются, чтобы было лучше. Нет у них мысли, да, чтобы сделать что-то хуже. Поэтому они это все, это, ну, для блага делают, грубо говоря. А получается, ну, вот так вот вышло. Это не мы нам, как говорится, ну, не мы это сделали, как говорится, это судьба такая, жизнь такая. Что-то мы не в ответе, мы не боги, чтобы что-то там взять и сделать. Но бывает, да, людей ломает очень сильно, потому что все начинают винить себя в первую очередь. Что он что-то не доглядел, Да, что он что мог что-то бы сделать лучше, да? что мог бы сделать лучше. Но я же объясняю, это есть опыт. Это, к сожалению, наш жизненный рабочий опыт, который дается нам не просто так, он дается нам тяжело. Потому что люди, все равно мы все переживаем, и очень страшно, и кто-то не справляется, и от этого уходит из медицины. Потому что не получилось. А кто-то настойчиво... Ну, либо выбирает менее ответственные, менее ответственные какие-то должности, да, там, да. Да, либо что-то еще. Переквалифицироваться там, да. Может быть и так даже. Но иногда вот, у меня есть знакомые, которые не смогли сработать тоже. Они ушли и стали заниматься другим делом вообще. Из медицины вообще полностью ушли. Поэтому, ну и там они тоже как бы нормально работают и радуются своему выбору. Теперь мне нужна соль. Соль и перец. Соль вот у нас. Ага. Так, и перец. Так, Да, это просто надо крутить. да, это просто Ага. не классический способ, как у нас дома. Да. В руку взял. Ну, такой соли нет. Ну, где-то там, наверное, есть, но придется на глаз. Да, Соль довольно крупная, да.
лучше так сделать. Чуть-чуть проверить и потом уже это. Тут Это- перец. это Это, перец. это должен быть перец, да. Тоже так же крутится. Не, ну перец только по запаху. Это перец ну чисто это для запаха. Душистый перец. Да. Поэтому. Так. Ну потом, если что, добавим. Слушай, а сколько нужно проработать, чтобы стать заведующим? Это же не с первого же дня, не второй год, не в третий год, наверное, да? Да, И вообще нет, это, конечно. это же должность, она как выбираемая или кто-то назначает? Ну, Как становятся заведующими? Ну, я стал заведующим, если честно, конечно, после ординатуры. Сразу? Сразу, потому что я приехал в район, А, ну там. где нету Да, специалиста, да. Ага. именно моего профиля не было. И у меня было отделение. Там, к сожалению, в районах у нас, ну да, нехватка кадров есть. И поэтому мы совмещаем несколько там должностей. Врач, плюс заведующий там, реанимации, плюс заведующий скорой помощи, может быть, такого. Потому что все равно, к сожалению, говорю, специалистов не хватает, и нам приходится, чтобы пациентов наших не бросать на произвол, все-таки на средний медперсонал должен быть руководитель в этих подразделениях. И поэтому они... Ну, я там стал первый раз заведующим. Потом, конечно же, год отработал благополучно. Я считаю, что меня очень чему это много чему научило. Потому что работа там в районе, к сожалению, совсем другая, чем в городе. И ты работаешь там... Сильно. Да, ты работаешь там со всеми возрастными категориями пациентов. То Начиная... есть все есть, все не твои, все пациенты. Да. Так, ну мясо мы уже подготовили. Так, и что у нас было дальше? Дальше у нас Овощи, видимо. овощи, да. Так, отдельно сковородка нужна, либо прямо? Нет, Прямо можно туда? прямо тут, мы немножко можем отставить. Это, я так понимаю, она должна сама уже остыть тоже, да? Нет, Она инверторная, нет? нет, она не, нет. Нет, она вот, ага, отключается, когда не видит на себе поверхность. Потому что заболтали вы меня. Ну, ничего, отставить всегда можно. Обычно, да, обычно, когда готовишь сам дома, спокойно, молча, Ну, сосредоточен, с сосредоточенно. чувством толком да, расстановкой, да? Да, как говорится. А так становится, конечно же, конечно, все-таки заведующим должен становиться врач, который имеет опыт, представляет, как должно работать отделение, все равно организаторская способность должна быть. Ну да, это уже не только просто как врач, Да, правильно? просто как Организация врач. работы. Именно понимать людей. Работа с кадрами, Да. да. Психологом быть нужно, если ты руководитель уже, И считай. как-то подходить, находить подходы именно. Да, язык со всеми, да? Коммуникабельность, Коммуникабельность, да. как говорит это умное слово. Менеджерский талант, да? Да, для этого, конечно, Кого-то кнутом, кого-то пряником, да? кого-то надо, да, особенно у нас, конечно, есть люди всякие разные встречаются в нашей профессии, потому что это же тоже люди, правильно? Это нормально. Во всех Это- профессиях всегда. Это так, да. вполне нормально. Поэтому так. Ну, там отработал, здесь перевелся в больницу, вот в городскую. Тогда она была городской, теперь она поменяла статус на республиканскую. Проработал около 5 лет обычным врачом, реаниматологом, анестезиологом. Да, сковородочка немножко это. Так, и немножко потушим. И началась пандемия. И Начало позапрошлого года. да, Январь-февраль. да, да, я совсем недавно в заведовании, когда началась пандемия, главный врач моей больницы просил меня занять эту должность для того, чтобы, видимо, он действительно молодой, коммуникабельный, может и поэтому Энергии хватает? энергии хватает, да, потому что работать тяжело. В пандемию работать тяжело, Тем более красная зона. тем более, да, красная зона, и ты, потому тогда, когда все это начиналось, пандемия,
тогда вообще было непонятно, что вообще происходит. Да, вот я про это тоже хотел такой вопрос подготовил, да. Что это вообще такое? Ну, то есть, ладно, мы обычные люди, да, которые вообще не понимали, что происходит, блин. Ну, как бы казалось, что это, ну, как будто сюр какой-то, да, какой-то сюжет фантастического фильма, что весь мир закрылся, говорит, да ну, вранье. Мне звонили с Роспотребнадзора, знакомые говорили, все, запасайтесь мукой, сахаром, короче, скоро нельзя будет из дома выйти. Это, да вранье, что гоните-то? А произошло ровно так же, как они и говорили. Да, ну, из дома То выходить... есть новые вводные данные для всего человечества. Да, абсолютно, потому что объявили локдауны, нас во время пандемии переселили в гостиницы. Да, хорошо, ну, подготовлено, оперштаб у нас сработал, конечно же. И все, кто именно работал в красной зоне, они были переселены в гостиницы и То есть от вы семьи. не встречались с родными, там, да, вообще вот так, да? Да, мы не встречались, люди приходили после смены, приходили в гостиницу, даже были отдельные автобусы, которые привозили и отвозили. Для того, чтобы меньше все равно Ну, не контактировали. не что-то. контактировать, да, все равно вот этот локдаун, они сделаны так, чтобы люди меньше контактировали между людьми, потому что тогда инфекция, ну, передавалась. И сейчас она передается, конечно же, по воздуху, воздушно-капельно. Так, теперь давайте сальсу. Сальсу. Да. Так, соус сальсу. Была первая волна, была вторая волна, потом сейчас омикрон, еще что-то, короче, да. Какая вот для вас самая была тяжелая? А это весь тяжелый период, грубо говоря. Все вот эти волны, потому что каждая волна несла что-то новое, абсолютно. Тогда в первый раз мы столкнулись с ковидом, тоже ничего не понимая, когда еще не было таких штаммов и все такое. Потом вторая волна, тоже количество людей. Да, вроде бы как бы схлынуло, Схлынуло, да. потом открыли все, кинотеатры работали, торговые центры заработали, а потом опять снова Опять, бах, да. да. И клиника уже тяжелее совсем шла у пациентов. Да, смертность выросла. Смертность выросла. И поэтому даже наша реанимация отделения, мы постоянно расширялись. Было, конечно, моменты, вот когда между волнами нас как бы Вы могли сужали. чуть-чуть передохнуть, Да, как передохнуть, будто как бы, да, ну там грубо, отдышаться чуть-чуть, отдышаться, да, как грубо. казалось бы. Не, ну грубо. все познается в сравнении же, да, что было, а потом, что вдруг, о, думаешь уже, о, наконец-то эта болезнь отступает, потом раз, вторая волна. И говорят Да. еще хлещи, ну, например, да, английский Но вот какой-то то, штамм, что и да. показало вот омикрон, вот, который был, он как раз нам и показал, что хлеще стал. В плане именно, я считаю, что больше, ну, не такая уж клиника, как в плане того, что крайне тяжелых и тяжелых пациентов, ну, меньше, Стало меньше, да. Да. Смертность вроде как стала меньше, но... но количество людей заболевших больше. Да. То есть разница между дельтой и омикроном была именно в том, что при дельте у нас, например, в день выявлялось 100 человек, да, и при этом реанимация на 30 коек была все занята. Мгм. Сейчас, например, омикрон, там видели 3000 человек. Вообще. Тысяча человек, 700 человек, 1400, Да, да. каждый день рекорд за рекордом, Да, рекорд да, за рекордом. били да. мы дождь. Но сейчас все на снижение идет очень хорошо, так мы тоже так радуемся, когда это видим. Но при этом наше отделение реанимации тоже так же 30 человек. Ну, то есть очень многие переносят на ногах. Да, очень многие. Ну, это, Переносят на ногах, на переносят ногах. дома, да? и он, видимо, легче. Может быть, действительно, ну и вакцина, мне тоже кажется, сыграла свою роль в этом плане. Потому что все равно 50% или сколько у нас тут привитых, грубо говоря, ну, точную статистику я не могу сказать, Больше потому 50%, что да, 56 что ли такая? я знаю только за свое отделение, как говорится, это мои ребята, как говорится, я за них уверен, что у нас 100% привитые. 100%, да. Но, как говорится, и даже у нас были небольшие потери. Я считаю, что небольшие потери были у нас. Человек всего лишь там 5-6 заболело омикроном, но они все очень легко перенесли на ногах. Все. 3-4 дня помучились и все Да, прошло. да, да. Вроде как бы, Все. да? Но у нас даже еще самое интересное, у нас заболели те люди, которые не болели вообще ковидом. Ничем. Да. А, Они вообще ковидом не болели. Мы-то ну, там- у вас на проверки вообще идут конкретные, наверное, Да, да? мы, конечно, мы, во-первых, прививаемся каждые 6 месяцев, плюс мы каждый месяц сдаем анализы, уровень антител свой проверяем именно. И, ну, если какие-то симптомы есть, мы сразу же идем и Сразу сдаем, да.
Конечно, у нас это очень хорошо отлаженно работает, но все равно люди же контактируют не только на работе, но и дома. Поэтому, конечно, инфекции может заместиться и в красную зону к нам. Может иногда так попадать. Ну и, конечно, иногда бывает на работе. Потому что люди приходят, никто не знает, что у него, а потом выявляется, что у него ПЦР положительный. И уже у всех начинают отчеты инкубационного периода. Если не появилось ничего, значит все хорошо. Всё хорошо. Пронесло. 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 Ну, слава богу. Ну да. Так что, да, я согласен, вакцина сыграла свою роль, мне кажется так. Это мой личный взгляд, поэтому... Ну, я так думаю, что все врачи за вакцину, правильно? Но есть же антиваксеры, и причем иногда слушаешь их доводы, и кажется, что... Ну, Вроде бы и правда, да? Вроде бы и правда, вроде бы и можно ситуацию на эту с другой стороны посмотреть, да, но при этом, ну, то есть права человека и все такое, там, да, допустим, вот вводили QR, что нельзя без QR входить туда-сюда, куда-то ходить, торговые, кино, вот нельзя посещать музей, а сейчас обратно отменили. Ну, то есть отношение и государства, и человечества в целом вообще на вот эти вещи, как с вашей стороны вообще? Ну, Мнение. я изначально в той профессии, либо в том месте, той системы, которая, наоборот, за вакцину. Да, вакцины. Ну. Потому что, да даже вспомнить свое детство. Нас все время чем-то в детстве... Да, вот, кололи. что только ходить. Да. Да, вот, Вот. оспа, туберкулез, все Да, подряд. ну мы же не стали, никто не стал у нас каким-то, ну, конечно, везде есть свои осложнения. Начнем тоже с этого. Тоже это главное, потому что все думают, ну, бывает осложнение. Мы никто не застрахован. Это наша жизнь, и, к сожалению, мы должны принять ее такая, какая она есть. Но с детства нас всех кололи, и мы все, как говорится, сейчас ходим здоровые, не болеем тем же самым туберкулезом. Ну, конечно, люди болеют, но Да, но уже в мы меньшей степени. в меньшей степени. И, во-первых, у нас есть уже защитная реакция нашего организма. Поэтому я думаю, что это все работает, и оно работает. Ну да, ну это история, да, показывает, Это да, что эта история показывает, это даже не мы только вакцинами побеждается. придумали, да, это, как говорится, сейчас надо вакцинироваться и что-то делать. Это уже давным-давно наши родители, наши... Так, что? Сальцу. Более. Да, теперь будем немножко Ложку тушить. надо, видимо. Да, теперь надо будет. А там еще барбекю приготовили. Да я вот думаю, может, не хватит. Хватит. Поэтому сейчас мы немножко пробуем. А так, и Красота получилась. да, мы немножко Чуть-чуть подтушить съели, да? должны в данном случае. То, что наши родители же и наши деды, которые все это придумывали, которые тогда еще та медицина была, они же не просто так это все делали. Они делали это для нас, для наших следующих поколений, как говорится, для того, чтобы мы выжили в этом мире и меньше справлялись, как говорится, с недугом. Мне А сейчас же кажется, по так. миру очень много вакцин. Все мировые корпорации свои вакцины придумали. Да, и очень много, ну, тоже американцы. Да, немцы, Немцы. да, само собой. Но при этом Евросоюз принимает только те или иные виды вакцин. Например, вот наш Ну. самый знаменитый спутник Ви принимает, по-моему, только в туристических зонах. Там Египет принимает, Таиланд принимает, для того, чтобы россияне приезжали. Англия не принимает, Америка не принимает. Ну, это что такое вообще? Это какие-то внутренние козни. Да, но мне кажется, это больше политика тут. Политические, Тут да. главный, кто первый, как говорится, это же как запустить в космос человека. Да. То же самое было и сейчас с этими вакцинами. Но скажу, у нас приезжали как-то сюда журналисты с National Geographic, американцы, студенты. Так, Они хотели получить наш спутник. спутник Ви. Да, ну вот это мне тоже... Потому что моя коллега их сопровождала, и она с ними в основном общалась. И они хотели почему-то получить спутник В, обосновывать тем, что он все-таки рабочий вариант. И их Модерна или что-то там еще, Pfizer, они были недовольны. Ну, это вот. Ну, то есть, это О как чем бы, получается говорит это? вроде как бы единичный случай, да, Да, но ну, опять же, Ну, вот. в Можно... наш век информации люди знают. Даже Знают, оттуда. да, знают.
Слышал тоже, что историю Израиля тоже на нашем спутнике, они очень обрадовались, очень хороший спутник показал именно у них работу, когда они вакцинировались. А Израиль один из самых первых стран, который провакцинировался чуть ли не весь. Там 90-80% вакцинированных. И вот когда омикрон появился, конечно, омикрон совсем другой немножко, он и по клинике другой. Конечно, у него есть тяжелые случаи, как при обычном ковиде, но он более легче. Для нас он... Заражаются много, болеют сильно мало. Сильно мало, да, именно до крайних тяжелых состояний от количества заразившихся меньше, во много раз меньше. А ты согласен с мнением, что коронавирус станет такой же болезнью, как грипп? Он будет с нами всю жизнь, да? Уже наше все поколение, и рано или поздно все должны переболеть, чтобы вот да? с ним вместе жить. Да, да. Так, да? Мне тоже, да, мне так кажется, потому что в дальнейшем мы уже будем, наверное, я же говорю, если вот вакцина, вот это все так продвинется, что для нас это уже будет как обычный насморк в скором времени. Ну, как грипп. Да. Как грипп, да. Ну, от гриппа тоже люди умирали. Да, от гриппа люди умирают, я не спорю, потому что я работал как раз до ковида в той реанимации, где лежали именно инфекционные больные. Да, а сейчас как будто гриппа нету. Я помню, каждый год мои дети не учились по месяцу, по полтора, говорят, ну все, грипп, дома сидим. Да. Так и было же. Ну, а потом пришел коронавирус, и гриппа как будто не стало вообще. Куда он делся вообще? Это замещение инфекции, может быть, какое-то произошло. Такое, да? Да, то есть коронавирус выбил этот вирус из нашей, как говорится, цепочки здоровья. На время. Коронавирус победил грипп, и сейчас он главный. Да. Все равно гриппом и ОРВИ болеют, но они все болеют. Да, ну ковид быстрее их достигает, и поэтому они болеют ковидом гораздо больше. А грипп уже такой, как говорится, проще списать на ковид, да? Да, проще. Ну нет, конечно, не проще, но... Ну, как будто бы проще, потому что у всех на слуху ковид, коронавирус. Слушай, а согласен с таким сценарием развития событий, что говорят многие и медицинские работники, да, многие, даже вот Билл Гейтс заявил, что, ну, то есть он же как бы авторитет в мире, да, что ничего подобного, говорит, вот сейчас коронавирус пройдет, говорит, сейчас новая инфекция выйдет, говорит, 10 раз сильнее, так что ждите, еще самого худшего еще не произошло для человечества. Ну, так. Может быть такое? Ну, конечно, может быть. Мы уже, наверное, привыкли. Просто, конечно, коронавирус показал нам совсем разницу, как было до него и как сейчас стало, да, вот эти маски везде, аэропорты, там просто так ПЦРы везде сдаем, да. Конечно, раньше вообще же такого не было. Мы больные там гриппом-то летали там с насморком, со всем этим. Сейчас, конечно... Куча компаний обанкротилась. Конечно, сейчас это очень строже стало, очень так прям все поменяло кардинально, но человек адаптируется, ко всему адаптируется. Человечество адаптируется, да. Новые водные данные уже. Ну да, и к этому мы тоже привыкнем, и это и скоро лет там, через 10, если мы будем действительно соблюдать вот эти все режимы, эпидрежимы, то для нас это уже будет как обычная вещь, и мы будем... В порядке вещей. Да, и к этому, и я думаю, что это тоже неплохо. Это неплохо, потому что мы более защищены для себя останемся еще, плюс. Конечно, будут придумываться новые лечения, вакцины будут придумываться еще в дальнейшем будущем. Мы будем усовершенствоваться, и, может быть, действительно мы до такой степени дойдем, что уровень нашей медицины дойдет до такой степени, что уже изначально мы будем, грубо говоря, с детства прививаться к тем инфекциям, которые в дальнейшем для нас уже не будут такими опасными, как сейчас. Ну вот, например, вакцины же придумали, да, вроде как бы она эффективна считается, да, но, по-моему, же до сих пор нет лекарства конкретного, стопроцентного, действующего против коронавируса. Вот коронавирус, человек заболел, ему что-то дали, типа там орбидола, и все, он через 3 дня выздоровел. Да, до сих пор таблетку не придумали, к сожалению. Да. Мне кажется, на этапе, скоро что-то появится. Что-то придумают. Да, а то же выписывают орбидол, и все. Да, я не спорю. И оно типа... Нет, конечно. И оно типа вроде как бы помогает. Помогает, да. Ну, конечно же, как бы лечение в нашей стране, оно не связывается только с одной таблеткой. Это мечта любой фармацевтической компании создать одну таблетку, которая вылечит от всего. Это мечта любой фармацевтической компании заиметь такую чтобы озолотиться. Да.
Ну, конечно, не для народа это они думают, делают, я думаю. Ну да. Все равно, в основном, это все-таки капитализм, вот он как раз весь в своей красе проявляется этим. А вот эти орбидолы, которые грипфероны дают, это все-таки симптомы, ну, лечат комплексно, то есть не одной таблеткой, а несколькими, да? Там что-то иммунную систему, какой-то действительно противовирусный препарат, который не даст, возможно, тому же гриппу еще плюс присоединиться. Он же тоже есть. Да. И как бы вот такое комплексное лечение именно для нас, которые нам прописывают, там, мы прописываем, врачи, потому что лучше, конечно, лечить в комплексе, потому что, к сожалению, нет золотой таблетки. И результаты, они показывают все равно вредно сильно не будет. Человек от того, что примет этот орбидол, и хуже ему станет, хуже станет от болезни, но не от таблетки в данном случае. Все. Да, у нас блюдо уже практически готово, да, Кирилл? Да, уже совсем чуть-чуть осталось. Чуть-чуть, Я думаю, да, чуть-чуть потомиться. Ну и потом уже мы сервернем. Ну ладно, мы все работе, да, о коронавирусе поговорили, да. В редкие моменты, ну наверняка ты есть возможность отдохнуть. Как ты отдыхаешь? Ну, да, конечно, есть. Ввиду того, что... Отпуск же, наверное, дают? Отпуск дают, ну, по частям, понемногу, потому что, к сожалению, работа такая, и я не жалуюсь. Работаем, это, как говорится, обычная норма вещей. Пытаюсь, конечно, куда-то уехать, все равно куда-нибудь путешествовать больше сейчас, потому что в основном хочется отвлечься от всего этого, потому что все равно это все накапливается, это все скапливается. Пациенты, работа, все время какие-то сложности появляются, которые, ну, я считаю, что мы решаем их очень адекватно и быстро, но все равно проблемы появляются, решаются, это все складывается, копится, и хочется отдохнуть. И я пытаюсь, конечно, уехать куда-нибудь. Летом, если это лето получается, то я обычно машину взял, поехал на берег. На природу? На природу, все. Рыбалка? Да, обычная рыбалочка, как говорится, на берегу, спокойно, никого нету, закинул удочку и сидишь, ждешь, как говорится, и вот, как говорится, освобождаются мысли, все равно река. Я с детства с рекой, как говорится, в Хандыге у нас Алдан. Конечно, Алдан у вас там, да. Да, большая тоже река. Да, рыбалка там тоже. Рыбалка тоже очень хорошая, и поэтому с детства просто сидеть утром, либо вечером на берегу, это очень прекрасно. Я считаю, это действительно отдыхает мозг от всего, все проблемы куда-то уходят. И когда ловишь рыбу, результат всегда радость. Всегда, когда вытаскиваешь, такой, о, наконец-то. Хотя сидел до этого еще 2-3 часа и думал, когда же она поймается. Ну, когда поймал, тогда это. А так, да, в Москву, Питер, потому что, ну, тоже хочется смотреть, ну, как люди живут везде. Мир посмотреть. Посмотреть, да, что-то сделать. Хотя с этими санкциями далеко не уедешь. Так, начнем рассервировать? Давай. У нас здесь тарелочки есть. И у нас же есть гарнирчик, рис. А есть у нас побольше лопатка какая-нибудь? Побольше лопатка? Да, ну, Побольше лопатка. Ну вот есть вот такое. о, Пойдет? хорошо, да. Потому что у нас... Выглядит классно, между прочим. Да? Да. Ну, профессионал. Профессионал. Я не часто, конечно, готовлю, потому что иногда даже времени нет, чтобы приготовить это все. Так. Хорош, спасибо. Хорош? Да. Отлично. Все время беготне. И риса. держи. И рис. Тоже чуть-чуть. Я тебе вилочку приготовил. Слушай, а какое твое любимое блюдо вообще? Ну, тут мне больше всегда, я, конечно, любитель мяса. Ввиду того, что я родился и живу на севере. Мясо – это, считаю, самое такое основное блюдо в любом формате. Жареное, пареное, вареное. Вареное. Без разницы, потому что все аминокислоты, которые нам нужны на севере, мы же не получаем их, там, фруктов нет, ничего нет, а это самый такой белок, считаю. Не простят меня веганы, наверное, будут злиться.
Ну, сейчас очень много же мнений. Ну, говорят же, самые большие проблемы от переедания. Да? Нет, конечно, Есть такое? да, я с этим полностью соглашусь, потому что все-таки для нас, я как медик просто, я Да. знаю, что человеку, как говорится, ну, должен получать именно все Держи ингредиенты, вилку. Вилку, ага. все полезные вещества и продукты в мере, Умеренно. в мере, в своей норме. То есть он должен получать там, грубо говоря, 2000 килокалорий в сутки, все. Да. Вот как раз был И гостем на- недавно один товарищ, нутрициолог, вот как раз по питанию, да, он говорит, в меру, ну, нужно кушать все. Да. И сливочное масло реанимировал, и сало вроде как бы считается, и соленая рыбку. Говорит, ну почему, говорит, чуть-чуть. Шоколад, говорит, да, пожалуйста, кушай. Говорит, Да. если ты свои калории, ну, то есть... Соблюдаешь? Да, соблюдаешь. Я то с всё. этим тоже полностью Да. соглашусь. Жиры, белки, углеводы, вообще все, говорит, можно. Да. Но при этом, да, нужно это, очень так грамотно... Именно, да, распределять. грамотно, именно работать, грубо говоря, если ты обычный человек, то с диетологом. Потому что и диетологу тоже сказать свои желания о том, что я хочу, например, вот это есть. И Да. она тебе распишет это, ты съешь это, да. Ведь мы же должны, как говорится, ну, есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Вот, правильно. Да. Ну что, Что... и Получилось? будем пробовать. Ну как? Профессионал. Отлично. Что я тебе могу сказать? Как говорится, со всех кухонь понемногу, с разных национальностей. Вот получилось. Да, это получилось блюдо. вроде как бы и северное мясо. У нас есть тут сальса, да, Да. мексиканская. Потом азиатские вроде как бы такие. Да, перец и лук. Ну, Ну и еще острое там, да. Ну, острое. Да, идет скоро. юго-восточные нотки, да? Ну, класс. Я хочу дать тебе немножко слова нашим телезрителям. Пожелания. Вот на эту камеру можно. Пока я кушаю и дожую. Я тоже еще тоже. не доживал, но, как говорится, мои пожелания. Главное, будьте здоровы, не болейте, соблюдайте все-таки, ну, все вот, которые... Ну, я, конечно, со своей точки, со своей колокольни опять смотрю. Да. Но я вижу, что работает, как говорится, специалист в области медицины. Я вижу, что все вот эти наши, ну, профилактики вот именно инфекций, да любых, даже не берем коронавирус, то что это все работает. Не бойтесь, как говорится, ну, это жизнь такая сейчас сложилась, и мы, к сожалению, вступаем в нее так. Ну, с высоко поднятой головой зато. У нас все получается. Получается лечить, получается что-то делать, поэтому доверяйте врачам. Итак, Кирилл, спасибо, что был гостем сегодня нашей передачи. А я, Петр Цепанин, на этом потихоньку прощаемся. Программа «Просто вкусно», канал Якутия 24. Будьте здоровы, друзья. А мы продолжаем кушать.